Работа по созданию маршрутной сетки единой дальневосточной авиакомпании завершится в конце марта. Как сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, ключевые маршруты уже определены. Планируемый объем финансирования единой дальневосточной авиакомпании из федерального бюджета в этом году составляет около 3,5 миллиардов рублей. Средства будут выделены авиакомпании «Аврора», авиакомпании «Якутия», полярные авиалинии и другим участникам консорциума для того, чтобы субсидировать внутрирегиональные и межрегиональные перевозки уже в этом году. Угледобывающие предприятия России добыли свыше 70 миллионов тонн угля за 2 месяца 2021 года. Данный результат на 8,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. На показатели оказало положительное влияние восстановления спроса на твердое топливо среди ключевых потребителей на мировом рынке. Отметим, что добыча бурого угля демонстрирует тенденцию к росту, несмотря на 3% спад в годовом сопоставлении. Согласно прогнозу социально-экономического развития, в текущем году на территории России планируется добыть 390 миллионов тонн угля. Таким образом, в настоящее время план выполнен на 18%. Промышленный туризм может стать драйвером развития экономики арктических регионов России. По словам экспертов, обширная программа ждет посетителей компании «Сахабулт». Во время посещения единственного завода в России, перерабатывающего оленьи шкуры, туристы узнают об особенностях изготовления традиционной одежды народов Якутии. Потенциал у арктического туризма существует. Это и образовательный, медицинский, экологический и другие. Среди прочих, огромный потенциал имеет и промышленный туризм. В качестве примера можно привести Якутию, где 9 региональных предприятий готовы начать экскурсии на производстве. Среди них ювелирные компании, предприятия по производству национальной посуды и сувениров, национальный концерн «Сахабулт». Компания «Роснефть» получила новые лицензии на добычу углеводородного сырья в Сунтарском и Нюрбинском районах Якутии. Речь идет о Нюрбинском и Гетинском участках. Лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу выданы на срок до 2042 года. Компания «Алроса» по итогам прошлого года трудоустроила 1587 человек из числа жителей Якутии. На реализацию программы «Местные кадры в промышленность» компания направила 2 миллиона рублей. Вахтовым методом и на сезонные работы было принято 404 человека. Из сельской местности Якутии трудоустроены 187 человек. В рамках данной программы компания направила на профессиональное обучение, дополнительное образование и стажировку 157 человек. Проводилась комплексная профориентационная работа для привлечения местных кадров. Заключили договоры о целевом обучении с 32 студентами Северо-Восточного федерального университета. Также продолжается совместная деятельность по сопровождению учащихся. Компания «Высочайший» планирует увеличить производство золота до 400 тысяч унций в год к 2025 году, что на 47% превышает показатели прошлого года. Поставленная цель будет достигнута за счет развития действующих активов в Якутии и Иркутской области, а также после запуска проектов Красной и Светловской в Иркутской области. По словам генерального директора организации Владислава Баршинова, компания имеет четкую стратегию развития и создания стоимости для акционеров, что позволит оставаться на траектории устойчивого роста. Российские, в том числе иностранные инвесторы и производители серьезно рассматривают свое участие в создании Алданского газового кластера. В рамках действующего проекта планируется организация переработки газа, в том числе производство сжиженного природного газа, нацеленных на внутренний и внешний рынки сбыта. Алданский газовый кластер, обладая логистической и транспортной инфраструктурой, включая железную дорогу, богатыми полезными ископаемыми, имеет прекрасные возможности для организации производства по переработке природного газа. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.